Ассаламу алейкум, добрый вечер, витаю вас, Аят Машвовый. Маршал, да. Сегодня у нас очередной стрим, 99-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. С нами снова постоянный наш ведущий Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня в субботу мы смогли наконец-то провести очередной стрим, 3 недели бан, сперва неделя, потом 2, и вот сейчас у нас такая вот возможность предоставилась. Сегодняшний свой стрим я назвал «Перемирие или иллюзия. Ракетные атаки Украины растут». От 8 февраля 2025 года и 19 часов 6 минут по центральноевропейскому времени, 21 час 6 минут по городу Джахару. Как обычно, я передаю слово Аяду Идигову. Аят, вам слово. Маршал, да, я приветствую всех, кто у нас есть здесь на стриме, кто нас слушает. Действительно, мы долго не могли выйти в эфир, потому что блокировали YouTube-канал. Где-то недели 3, как он, Аслан сказал, было. Теперь я надеюсь, что мы будем учитывать те претензии, которые с YouTube, чтобы они, и будем вести эти передачи. Видимо, там все же против нас, против нашей линии, которую проводит легитимная власть вице-президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, и то, что говорит как общественный деятель Аслан Арцуев, против этого идет целенаправленная борьба. Она идет уже давно с самого Кремля. Еще с 90-х годов это идет. И тогда, и сейчас она продолжается на Западе. Поэтому в этом удивительно ничего нет, но мы должны как бы увидеть, что это есть и что делать. Но если по сегодняшней теме поговорим, значит, мы знаем, что президентом, избран господин Трамп. Он ведет свою работу, и притом он очень сильно разошелся, так говорится, делает такие неожиданные ходы для всех. И все пока еще до конца не понимают, что происходит. Но главное, что он уступает за то, что международное, современное международное право, я имею в виду, права человека и все такое, он оттуда заявил, что он выходит. Но оттуда вышел и Израиль, там, и еще какая-то Аргентина, кажется. В эти страны выходит. Почему? Это потому, что в эти организации, вот, которые говорят, они всегда, но я думаю, что они какие-то как фейковые организации, никакую роль не играют в целом. Мне приходилось много раз бывать и в Женеве, и в других местах с этой организацией, и они принимали решения всегда в пользу России против Чеченской Республики Ичкерия, против нашего народа, хотя они писали там, найдите там порядок, там соблюдайте это, все такое, права человека. Это было, да. Но это не давало никакого хода. Вот я вам скажу, с 2000 года по 2000 года, по 2008, 2007, 2008 годы на каждом заседании этой парламентской ассамблеи Совета Европы и ООН, где проходили эти все вопросы, я и мои товарищи там участвовали, принимали решения. Мы даже выступали, там нам слово давали, мы говорили, я говорил там, я выступал, и говорили об этой проблеме, обращались к тем руководителям организации. Но в конечном итоге, что бы там ни говорилось, всегда принимали они решение в пользу агрессора. Понимаете, агрессор, который незаконно вторгся на территорию нашего государства. И не было никаких вот, видимо, у них было это как бы, подсознательно закрыто.
И они не хотели, чтобы Чеченская республика, на примере и нашей республики, которую мы создали по праву, по современному международному праву, в рамках международного права. Надо сказать, что наша республика отстояла свое право, создала свое государство, наш народ, и это было сделано в рамках строго современного права. Но об этом мы еще поговорим. А сейчас то, что вот происходит в Америке, это очень интересный вопрос. И здесь многие люди вот из одной, как говорится, крайности в другую бросаются. И этому, конечно, повод дает сам президент Трамп. Мы надеемся, что все же его действия будут как-то вот, значит, положительные, как бы то он ни говорил. Видимо, здесь идет какая-то игра, вот мне так кажется. Игра, которая пока не реализовывается, но посмотрим, что будет. В итоге, думаю, что Трампу придется заниматься вопросами современного международного права, заниматься, значит, вопросами, значит, как лидера страны мировой державы, который отстаивает вот это международное право, которое было одним из основных, как говорится, стран, которые, когда создавали это современное международное право, они были застрельщиком всего этого, а другие все страны согласились с этим, хотя были у них какие-то другие, значит, мнения, но все равно согласились на этой основе действует современное право, ООН. А теперь в ООН сидит человек, который, или власть, которая является сама преступником. Это власть Кремля, которая захватывает чужие территории, убивает людей. У себя в стране тоже, значит, этот бардак диктаторский кругом идет. Поэтому то, что сегодня делает Трамп, на это надо взгляд, чтобы был такой. Посмотрим, что из этого выйдет. Однако его намерение о том, что где-то помочь или высказать какие-то свои точки зрения, видимо, это у него сидело как бы, ну, скажем, давно мнение такое у него было. И когда мы послушаем, что он говорит, отчасти можно согласиться с ним. Но что скажет, скажем, то право, которое было создано современным междуправом, соответствует ли это, противоречит этому? И когда он это противоречит, вот, допустим, сейчас вот мы говорили со Славом, он большое количество, более 500 человек из ЦРУ уволил, как бы. Ну, не уволил, а отпустил в отпуск на 8-месячный там период, что потом, мол, придете. Но на самом деле и это сейчас судья Америки там принял решение, что это решение неправильное, чтобы он вернул назад. Что будет, посмотрим. Так что, значит, Трамп дает в отношении, скажем, с Путиным, в отношении Украины, этот вопрос, насколько я понимаю, он не говорит, что этот вопрос он не будет решать. Он говорит, что это надо решать. Он говорит, что это делать. Он говорит, что да, Зеленский не прав, он не должен был начинать войну, с одной стороны. С другой стороны, потом он говорит, я люблю русский народ, люблю Путина и его команду, они хорошие ребята. Но в итоге выходит, что он как бы прощупывает сейчас все это. Он эти заявления делал еще до вступления в свою должность, а теперь он как бы это все прощупывает и смотрит, какая будет реакция. Он, конечно, так вот неоднозначный человек, но решительный и может принять те решения, которые, значит, нужны нужны для решения и для того, чтобы его страна, Соединенные Штаты Америки, были, как и прежде, лидером в современном мире. Но ему препятствуют эти другие страны. Вот мы понимаем, что та война, которая идет сегодня в Украине, это война за главенство. То ли будет, значит, эти диктаторы победят, то ли это победит современное международное право, права человека, свобода личности. Это будет отстать. Вот этот вопрос здесь стоит.
Трамп это видит по-своему. Так что мы посмотрим, что будет. И сейчас, конечно, очень многие люди, которых я знаю, говорят, что он не прав и все такое. Я как-то сдержанно к этому отношусь, потому что думаю, что здесь надо подумать, куда все же вот эта вся его значит, линия приведет. Так что и борьба в Украине, как мы знаем, он говорит, что отдаст, если там Путин не согласится с его предложениями, что он там Украине даст то оружие, которое до сих пор не давали, и ты, мол, в этом смысле потом пожалеешь. То есть это тактика такая, которая ведется. Ну вот, а о том, что в мире, остальном мире происходит, там, в Сирии или, значит, в Израиле, или, скажем, в других регионах, Китай, еще другое, мы это тоже видим и каждый день наблюдаем. И если есть какие-то, значит, в этом отношении вопросы, я готов ответить, чтобы далеко не заходить. Я остановлюсь, Аслан. Давай, Аслан, пожалуйста. Благодарю, Баркал, Дересхоль. Друзья, я напоминаю вам, всем, кто находится в России, для вас это небезопасно, всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, для вас 100 раз небезопасно, поэтому не распространяйте ссылку, просто смотреть безопасно, все остальное для вас вы должны понимать, что за это уже давным-давно не только уголовные наказания, вплоть до смертельных репрессий. И напоминаю всем, кто находится за пределами России, вы можете задавать вопросы, я их зачитаю в прямом эфире, и можете пообщаться напрямую, задать Аяду и Дигову вопросы свои. И важно, чтобы вы их задавали, важно, чтобы вы принимали участие, и чтобы специально наш президиум правительства создал вот эту платформу открытого диалога для того, чтобы установить с вами коммуникацию, с вами связь, чтобы знать, о чем вы думаете, что вас беспокоит, и вместе сообща решать наши общие проблемы. Здесь спрашивает, я тогда буду, у меня были немножко вопросы, но я сразу перейду к вопросам, которые здесь поступают, потому что будет более интересно, мне кажется. Вот здесь такой вопрос. Может быть, президент Трамп хочет обезопасить себя и свою семью после своего правления? Он хочет укрепить позицию во власти своих сторонников, заигрывая с Россией, имеется в виду. Ну, там, ведя вот эту дипломатическую игру. Ну, это слишком мелкое дело, что он обезопасит. Он и так может обезопасить себя. И, естественно, все остальные президенты, которые совершали в Америке, которые были в чем-то обвиняемы другими, они все обезопасны, то есть безопасная ситуация находится. Как бы то ни это, я имею в виду о общей политике, которую он проводит, она вот тактически связана с тем, что он действительно хочет, чтобы Америка стала более мощной, более, значит, ведущей державой в мире и хочет быть ведущим в этом плане лидером. Это понятно. Я думаю, что в этом вопрос, а не в том, что он там себя обезопасит. Сел президентом, стал, теперь себя обезопасит. Вот такие вот международные шаги он предпринимает для этого. Как-то, по-моему, это не вяжется. Шамиль тут комментирует, но я из этого могу представить как вопрос, так как ему, видимо, не хватило знаков, чтобы все написать. Организация озабоченных нацистов ООН не имеет права на легитимность, так как многие народы урезаны в правах, а незаконно созданная фашистская Российская Федерация имеет там место и право на блокировку решений самой организации. Аят, как вы думаете, дополняя вопрос Шамиля, как вы думаете, будет вообще реорганизация этой организации? И это реально, это несправедливый мир был установлен в 1945 году, где одна часть людей оказалась
ну, добровольно отдана тираническим, фашистскому, сатанистскому режиму Советского Союза, другим посчастливилось немножечко оказаться на стороне Запада. Как вы думаете, будет изменение? Ну, если говорить по общем, то все документы, принятые ООН, принципы международного права, свобода личности, общей декларации прав человека – это хорошие документы. Беда только в том, что они не На применяются бумаге. в полную силу, так? И в отношении той или иной ситуации в мире, они так или иначе, большие страны начинают здесь уже думать, как бы в этом деле самим как бы не попасть в просак. Когда Мгм. они сами вот эти нарушения делают, они ссылаются на это международное право, говорят, что это так и так говорят. Но в то же время, то, что говорит наш друг из России, он прав в том, что ничто не происходит. Вот посмотрите, Чеченская республика Ичкерия в рамках международного права создала свое государство, как и Мгм. другие государства, которые вышли из Советского Союза по праву. И как говорил наш первый президент, комар носу не подточит. Так вот, эту страну, нашу страну, которая по территории, скажем, небольшая, и малочисленный народ, более миллиона, 1 миллиона только было нашего народа, мы воссоздали свое государство, понимая, современно, между прочим, понимая, что еще в 18 году, в прошлом столетии, когда была там Октябрьская революция, в это время мы были, значит, тоже государством, значит, и поэтому оттуда, имея этот основы, мы уже планировали снова создать свое государство, понимая, что только создав свое государство, мы можем сохранить свои традиции, культуру, язык, в конечном итоге свою цивилизацию, которая имеет тысячелетнюю историю. А у нас это все отнимает, и язык отнимает, и все, что я назвал, отнимать пытаются, так? И современное международное право как раз-таки оно нас устраивает, потому что принцип управления нашим государством и управления нашим обществом всегда был демократический принцип. Всегда, во все века. И это было, это знает, из истории известно. Мы никогда не избирали какого-нибудь там короля или князья, или мы все были равны. В нашем народе все были равны. Решение принималось по выбору, скажем, управления нашим чеченским обществом. Тогда нельзя было говорить, что это в те времена. У нас, как бы, значит, собирался совет от каждой, скажем, как последний раз, 1000 человек, один делегат, и это назывался мехкел, это решение народа всей страны. И эти люди поочередно менялись, если там какой-то там период, 2-3 года, потом год. Они менялись по-разному. Это был принцип демократии, который есть сегодня, к которому стремится и Запад. И который вот себя вот выставляет в этой роли. Но для нас это то общество и то состояние, в котором мы всегда жили. Но наши традиции, наша культура, все, что у нас есть, всегда у русских было нацелено империей уничтожить все. Они веками, каждые 40-50 лет приходили к нам и делали, как называют, зачистки. Многие народы с этим согласились, потому что многих убили, многие народы на Кавказе исчезли. А наш народ, он доходя, будучи до около 2 миллионов человек в свое время, в 1700 году, он уже через 150 лет, там примерно, так, в этой войне он настолько истек кровью, что его стало 100-120 тысяч человек всего, представляете? Вместо того, что за эти все время оно могло с 2 миллионов за полтора, скажем, века, они могли бы дойти, но количество народа было бы гораздо больше. Они всегда убивали наших людей, лидеров убивали, убивали наших, ну, значит,
людей, которые возглавляли движение, они целенаправленно. И поэтому оставались люди после того, которые, значит, это убиты были наши люди. Потом молодежь следующее поколение вырастала, и снова новые лидеры. И сейчас та же самая ситуация у нас. Мы в современном международном праве, где сказано вот то-то, то-то, что мы понимаем прекрасно, наш народ, решили создать свое государство. И создали его в рамках современного права. Поэтому то, что я вижу, к примеру, мне приходилось встречаться много раз с известными людьми, лидерами, значит, этих парламентских ассамблей, Совета Европы или Европарламенте в Америке, здесь. И все они говорят, что да, это так, все это так, но есть реаль-политика. Реаль-политика, она нигде, значит, не обозначена, нигде ее нету, ничего не напишешь, ничего. Ну, посмотреть, как это все. Но там одно точно. Реально, что есть, то есть сила, значит, право силы становится как бы более весомым, более, значит, значимым, чем сила закона, скажем. Поэтому это все происходит. То есть идет борьба. В этой борьбе именно вот эти империи, последние оставшиеся империи, скажем, Российская Федерация России, которая сегодня есть, она, когда вот СССР развалилась, заявляла, что они будут на демократической основе, все это будут делать как надо. Но мы тогда им не верили, потому что, я имею в виду, вот наши лидеры чеченские и наш народ в это не верил, потому что мы знали, что происходит. И нам удалось, и мы сделали все так, как надо было. И теперь, если этот, как вот задают вопрос, может измениться ли современное международное право, или это будет иначе действовать, что-то другое. Может измениться, мне кажется, вот этот принцип, в котором 5 стран, значит, управляют, могут накладывать вето на любое решение Организации Объединенных Наций, вот это может измениться, это может быть как бы изменить, потому что почему эти 5 стран имеют это право, а другие страны не имеют? Наверное, нужно сделать так, чтобы это было, скажем, 70%, там большинство решали эти проблемы, а не чтобы какие-то 5 стран, какие-то, я не говорю, что они не страны, это ведущие страны, да. Это Америка, это Советский Союз, это Франция, Англия, вот эти страны, 5 стран, Китай еще. Вот эти страны, они могут на любое решение наложить, как говорится, запрет, и если даже и примут. Но мы не видим даже сегодня того, что Организация Объединенных Наций принимала бы те решения, которые являются теми, которые как раз-таки не надо рассматривать, видно, очевидно, что они правы, они не принимают. И вот говорят, нет, вот вы это нет, то все, какие-то уловки делать, и всегда уходит в сторону. Поэтому видно, что вот эта Организация Объединенных Наций, ну, ее надо как-то, значит, встряхнуть, что ли, я не знаю, чтобы она полностью, значит, изменилась, и отношение вот этих законов, которые есть, или принципов в этом отношении, чтобы она действовала более решительно. Мне так кажется. Будет или нет, это вопрос такой. Потому что изменение, скажем, современного международного права решает не 2-3 страны, а все те страны, которые сегодня есть в мире. То есть они должны это решение согласовать, а это происходит только когда происходит, как правило, когда вот Первая мировая война изменилась, Вторая мировая война изменилась. Теперь это нету мировой войны, хотя все говорят мировая война, мировая война. Все интересы вот замкнуты на точке, которая называется Украина. И там борются за свои интересы те и эти, значит, силы. Вот что происходит. Если, допустим, победит Россия, то, естественно, это может
дать возможность всем этим диктаторским режимам, подобно Путина, Китая, Иран и другим, и дать возможность, что они победили, и, значит, в моральном, нравственном, любом каком-то виде Запад может оказаться в худшем положении. Я не думаю, что западные страны это допустят. Я так думаю. Баркалая, вот сейчас разговоры идут, ну, еще до того, как была инаугурация Трампа, что за 24 часа он закончит войну, там, потом, как только въедет в кабинет, там закончит. Но в итоге мы видим только усиление удар ракетами, дронами украинскими по России. И риторика, что да, мы хотим разговаривать, там Путин говорит, что Зеленский нелегитимен, как будто Путин сам легитимен. И сейчас начали разговоры, из Америки даже эти разговоры пошли, что да, нужно провести выборы и так далее. Аят, что это? Это какая-то игра или же, как говорят слухи, выставлен ультиматум, и Путин его не принял, и усиливается эскалация? Или что это? Но если говорить о легитимности, Путин и даже сама Российская Федерация России, которую они назвали, она сама нелегитимна, незаконно создана. Совершенно верно. Да, с самого начала незаконно. И после всех этих остальных вот выборов, Дума там выбирают они каждый раз, или там власть избирают, во власти всегда сидит президент или его сообщник, да? Они сами незаконны с точки зрения современного права. И говорить о том, что Зеленский нелегитимен и незаконен, им вообще не приходится и говорить не надо. Они здесь с точки зрения того, что они сидят в этом Совете Безопасности, оттуда их не выгоняют, посмотреть, до сих пор не выгоняют, и их надо оттуда убрать. Но это один вопрос, с этого, наверное, надо начать. И то, что они говорят, что... Слышно меня, да? Да, слышно, Аят. Все хорошо. У меня здесь да, заставка появилась. И то, что они говорят, что ситуация такая, и даже от Трампа идут разговоры, что надо провести выборы, все такое. Это тоже неправильно. Почему неправильно? Потому что если в государстве находится вот это военное положение фактически, да, где идет война, о каких выборах можно говорить? Допустим, у нас вот в нашей стране был специально принят закон, в котором сказано, что на нашей территории не могут быть избраны какие-нибудь другие ветви власти или что-то другое, кроме той, которая есть на данный момент, до изгнания оккупанта на всей территории или части. Это относится ко всем остальным, потому что как можно в стране, где идет война, как говорится, коней на переправе не меняют. Значит, здесь что-то такое другое, которое, допустим, не играет какой-то роли для того, чтобы они могли решить эту проблему. Ну что, если они проведут там выборы и снова Зеленского изберут, к примеру, я говорю. Что, для чего это? А они могут избрать Зеленского снова. Могут. Народ видит, что он активно встал, боролся. Он, когда ему предлагали, он никуда не ушел, не сбежал. Он как раз-таки и начал защищать Украину, свою родину. Он этим занимается. И теперь, если у него даже есть какие-то ошибки, ему это потом надо разбираться, когда мы, как говорится, разойдется все по своим местам. А здесь вот эти вот шаги, которые предпринимаются, да, или говорят, вот там, намеки, они нереализуемы. Мне кажется, я говорил и раньше, мне кажется, никакого нашего договора не будет с Россией. Потому что Россия
ведет эти разговоры не для того, чтобы остановить войну, или не для того, чтобы, значит, прийти на уступку, а для того, чтобы таким образом изображать из себя какого-то, значит, ну, скажем, рукопожатного человека. Ну да. Или, скажем, что он такой вот, мы хотели идти на выборы, то есть на переговоры, а вы не идете, подсовывают какие-то нереализуемые соглашения, там, минские, там, стамбульские, с которыми невозможно договориться, невозможно, которые полностью ущерб, скажем, украинского государства. Поэтому здесь вопрос стоит более, значит, глубокий. Это касается вопрос, будет ли Украина государством и далее, или пойдет под Россию. Это вопрос международной политики. Это вопрос столкновения интересов западных стран, демократических стран и диктаторских режимов, которые есть сегодня в мире. Мы же это видим. Мне так кажется. Мгм. Как-то Джохар Дудаев сказал, когда в марте 96-го года наши освободили Грозный, ну, не полностью освободили, ну, его заблокировали оккупационные войска в Да-да. нашей столице, тогда Да-да. еще в городе Грозном. И тогда Джохар сказал, что я вам покажу, как города надо брать. И взял города. Сейчас украинцы показывают, как надо брать Курскую область, на свои территории также они быстренько освобождали, там, в Харьковском направлении. И сейчас усиленно муссируется информация и среди российских так называемых блогеров, и западные, и украинские передают, что, хотя украинские более сдержаны в этом, что Украина начала наступление в Курской области, и даже есть информация, достоверная вроде бы, о том, что уже некоторые населенные пункты Украина захватила уже, российские в Курской области. Как вы думаете, это связано с этими переговорами и с теми диалогом, который якобы имеет место или не имеет места между Вашингтоном и Москвой? Но я думаю, что, конечно, это связано. И в то же время дело в том, что вести переговоры без участия Украины? Украины, это нереально, Недопустимо. Да, это неприемлемо. Я, да. я и вижу, что и Зеленский об этом говорит, и другие говорят. Но какие-то там условия, которые, допустим, были бы сегодня полезны для украинской страны, и то, что они вот говорят, что вот им так было сказано, и якобы, как было сказано, когда Мгм. туда этот Патрушев летал, они им сказали, что вот давайте мы на 20 лет, значит, будем дадим, значит, законодателю примем решение, что Украина не будет на 20 лет, не будет в НАТО. Вот это вопрос, если вы так хотите. Но вы должны будете освободить эти территории и должны понимать, что это, мол, украинское. С этим, значит, они не согласились совершенно, они были там, это совершенно неприемлемо, и с этим как бы вернулся назад этот Патрушев, ну и его команда, которая летала туда. Мгм. Так, на этой основе сейчас и все это находится. Это помощник, фамилии я их не помню, они пока еще новые все, Трампа. Они были в Москве, встречались с ними, видимо, с Путиным, со всеми, ездили туда, а эти потом прилетели сюда, я так понимаю это, так? Мгм. Поэтому что будет, посмотрим. Так что сейчас я вот в самом начале сказал, нам нужно смотреть на то, во что это, значит, вот эти все заявления, которые делает Трамп, он, я говорю, что он шупает, шупает. Мне так кажется, да? А в Мгм. конечном итоге ему же хочется, чтобы он, ему 4 года всего, а через 2 года еще будут там, значит, парламентские, сенат, конгресс, кажется,
выборы, тогда может вообще измениться ситуация. Хотя сегодня он как-то преобладает в Конгрессе и в других в Сенате преобладает, а потом Мгм. может все это измениться. Поэтому посмотрим, что он сделает. И с этими как бы захватом или предложениями там по каналу и, значит, по этому зданию, вот это вот противоречие, так, Мгм. и другие вопросы, они как-то вот ставят вот эти решения, как бы они, значит, на уровне находятся того, что как бы в нарушении международного права. Это не должно быть как бы. Мгм. Но в то же время он говорит, мы не хотим завоевать, мы хотим у вас, мол, это купить. Купить. Ну, посмотрим, согласятся ли эти значит, страны с тем предложением, которое делает Трамп. Видно будет. Знаете, Аят, мне очень нравится, что Трамп, он прямой, как бульдозер, как танк. Он говорит вещи, которые как бы не принято обсуждать, и как бы говорят или шепотом, или вообще не говорят, подразумевая это. Он говорит Да, прямо: нам Украина должна заплатить там за вот эту всю помощь, редкоземельные, там огромное количество, там какие-то баснословные суммы называются, там триллионы долларов, десятки триллионов даже долларов называется, что залежи в Украине есть. Но большая часть вот этих всех залежей, они находятся на оккупированной территории да, Украины. да, да. И что это значит, Аят? Первый вопрос мой, что это значит? Американцы, если заключат договор, то они будут претендовать уже как на свое, получается, и в переговорах, и так они могут и военным способом а, воздействовать на Россию, чтобы освободить эту территорию. И то же самое касается, ну, это первый раз на самом деле, я слышу, чтобы вот так прямо за ресурсы давайте, хотя все войны идут за ресурсы, мы это понимаем, большая часть войн идет за ресурсы, и мы это понимаем. Ну вот Трамп говорит все это прямо. И возможно ли такой же сценарий относительно Чеченской республики Ичкерия? У нас, конечно, немного залежей всяких всего. Россия нефть, газ, много чего у нас выкачала за эти последние 100-150 лет. Но и транзит через Кавказ, через нашу территорию возможен, и так далее, и так далее. Что вы думаете по этому поводу? Но здесь мы уже говорили об этом частично. Мгм. Да, не то, что там, это же не идут разработка этих месторождений, которые в Украине есть, да, Мгм. они очень ценные, там триллионы, мол, это все. В России тоже об этом знает, они пытаются вот это место застолбить как бы себе. Те хотят, чтобы это присвоить себе, а американцы, если они вот помогут, ну, поможем, давайте мы будем разрабатывать это месторождение, потому что там для разработки места нужны большие вклады, деньги для того, чтобы вот это все Да, построить, да. сделать. Там. И, естественно, если ты сдаешь в аренду разработку, то ты власти этой, которая находит тебе, дал, ты им определенный процент, который есть в мире, везде должен выдать. Это не значит, что он и эту территорию он передает. Это совершенно не значит. Американцы, кстати, нигде, где они воевали, в ближневосточных странах, мы знаем, везде и всюду, они никакие территории не захватывали. Они, если даже побеждали там, они, значит, там устанавливался режим местный и уходили снова. Мы же знаем, вот Ирак, там другие страны, где они... А вот Россия, а это имперская страна, которая незаконно вот даже сидит в этом Совете Безопасности ООН и оправдывает себя и говорит, что он законный. Какие они законы? Если говорить по Чеченской республике, Ичкерия, да, то это вопрос, конечно, для них сейчас как бы он второстепенный. Для нас он важный очень. Тем более, что Украина признала статус нашей республики, которая оккупирована, статус республики оккупирована,
и осудила геноцид чеченского народа. Это очень важный момент, хотя наши разные деятели, которых мы знаем здесь, на Западе или где-то там, собственно говоря, те, которые потворствуют Кремлю, утверждают, что это не так, и другие вот пытаются там другие вещи говорить. Но мы четко должны понимать, что Грузия в период президентства Гамсахурди и Зеленский период, Украина, Зеленский президент, они приняли это решение по нашей стране. И нам необходимо здесь на Западе, нам необходимо делать больше, вот эту работу вести на Западе. Чтобы эта работа не велась, значит, здесь Россия одновременно раскручивает политику по, значит, искажению действительностного положения нашего государства. То есть речь идет о том, что они искажают все вопросы, связанные с нашим государством, что это незаконно было создано, что они там бандиты, террористы и все такое. Все это неправда, это никогда бы не было правдой, это ложь, самая настоящая. Если они пришли, убивали наших людей, столько людей, треть почти населения убили, то это преступник. И за это ни ООН, ни никакой там, никто не осудил, никто никакую там санкцию не наложил на Кремль. И поэтому после того, как они это сделали в 1994 году, скажем, полномасштабно против нашего народа, так они потом пошли, и тогда мы знали, что это была экспансия по захвату всех территорий. То есть им стали потворствовать, и в мире не соблюдает права истинно, как должно быть, оно не соблюдается, к сожалению, и не защищается. Вот мы, члены президиума правительства, это мы люди, которые избраны нашим народом, и те, которые, значит, имеют полномочия, эти люди здесь на Западе всячески им препятствуют деятельности нашей. Потому что мы как раз-таки избраны нашим народом люди и власти легитимны, а всякие другие здесь движения или какие-нибудь, как угодно их называйте, самозванцы, не самозванцы, всякие общественные деятели. И везде всюду потворствуют, и все везде возят, ездят, и с ними общаются, а пытаются блокировать нашу работу, которая ведется для того, чтобы освободить нашу территорию всю и на ней восстановить нашу легитимную власть, которая была избрана на принципах демократии. Некоторые там, значит, разводят вот эти разговоры, что мы туда придем, построим то, построим это. Все это, значит, обман, это все направлено на то, чтобы сделать все во вред нашему народу и в пользу уничтожения, ликвидации нашего государства. На Западе мы должны заниматься тем, чтобы мы могли бы иметь основания на международного, значит, западное, чтобы они признали, если признают нас, скажем, страны Запада, да, скажут, что мы оккупирована территория, статус у нас подтверждается, так, и что это геноцид, и все такое, то это будет для нас хорошо. Когда были выборы во второй раз в 1997 году, миссия ОБСЕ присутствовала у нас там, и там были проведены очередные выборы, и на них миссия ОБСЕ, это 57 стран мира было, и они подтвердили, что эти выборы прошли законно. То есть это было тоже своего рода признание. Так? Конечно. Хотя исполнители там, которые были среди них, некоторые, которые там были как бы, значит, людьми прокремлевскими тоже. Но несмотря на это было. Это достижение было сделано нашим народом, потому что против нас было 5 агрессий, и в 4 агрессиях мы выходили победителями. И это должны знать все, кто знает о чеченском государстве. Вот что это такое. Все.
Баркалдересу. Друзья, я напоминаю вам, у нас прямой эфир с сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственной легитимной власти чеченского народа, Аят Идига. Вы можете в прямом эфире задать ему вопросы. Если вы находитесь за пределами фашистской России, либо временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, пожалуйста, задавайте вопросы. И я зачитаю, и вы сможете также в ТикТок у нас стрим идет, и в YouTube у нас идет стрим. Вы можете задавать и в ТикТок, и в YouTube. И я задам Аяду. Так, на вопросов пока не вижу, но Аят, вообще, как вы считаете, перемирие, вот сейчас информация проходит, что Россия свою армию с 1 миллиона увеличила до 1,5 миллиона. Снаряды производят, Северная Корея снаряды производит для России, Россия их производит. Ну, короче говоря, отступать, сдаваться пока не собираются имперцы. И как может разрешиться эта ситуация? На поле боя уже мы слышим, что как бы этих нарративов уже мы не слышим, точнее, что на поле боя разобьем Россию, там, как это было в самом начале. Как это может произойти? Что может случиться так, чтобы и Украина осталась в рамках своей территории, соответственно, с международным правом, но и Россия не полезла дальше? Как, мне кажется, какая-то неразрешимая ситуация. Как вы Но думаете? мы уже коснулись этого вопроса, но скажу, что если Россия здесь как бы победит, вот при помощи своих этих друзей Южной, Северной Кореи, Ирана, там кто там еще, который ему помогает, если она сможет Мгм. здесь эту схватку выиграть, то это будет против здесь современного международного права допущения. Это Мгм. нельзя допустить, и тогда сама система, которая была образована на основе прав человека, на основе современного международного права, она должна как бы рухнуть тогда. Вот там идет в Украине вот это противостояние идет. Если они зацепятся за то, что, как было, скажем, они отведут свои войска в Украину, так, и там на 20 лет мы, мол, не будем, и туда будут введены войска миротворческие в Украину, Мгм. то это будет какой-то ход, так? Но я думаю, что на это как раз-таки и намекает и Трамп. Но он намекает на это, хотя тот сидит, который в Кремле, Путин, Мгм. он там хочет, он берет планку выше, гораздо выше. Мол, нет, вот так, как будто он там чуть ли не победил все, как будто он все захватил. А за Мгм. все эти 3 года он ни один город не захватил. Там разные места он залез, там где-то стрелял, потом уходил. Но где же этот Киев, который он хотел взять? Где эти все его победные вот эти заявления? И что он сегодня делает для того, чтобы как-то, значит, реализовать какую свою такую вот направленную вот эту политику. Если бы он победил бы, и в этом случае это было бы вообще во вред всей той демократической системы, которая есть в мире. Но здесь есть разные страны в мире, ну, скажем так, исламские государства, диктаторские режимы Юго-Восточной Азии, так? Есть, ну, и на американском континенте есть такие страны, которые управляются диктаторским режимом фактически. Диктаторский режим есть главный, так сказать, зачинщик вот этой всей борьбы.
Сегодня в Украине этот вопрос решается. Если этот вопрос решился бы тогда, когда они напали на нашу страну, на наше государство, и весь мир не отворачивался, не считал, о, то такие, мол, типа чечены, а эти еще навязали вот эту нам ярлыки навесили, что они религиозные фанатики, что они исламские фундаменталисты и все. И на этой основе это им было удобно, хотя они на нашей территории, их было очень много, этих корреспондентов, так? Были со всего почти мира, вот я помню это все. Все они знали, но политика Запада всегда оставалась такой, что якобы Чеченская республика является частью Российской Федерации России. Спрашивается у них, как она может быть частью Российской Федерации России, если эта наша страна после развала Советского Союза была создана раньше, чем это Российская Федерация России. Раньше. Мы завершили формирование нашего государства, скажем, принятие Конституции 12 марта 1992 года, а Россия начала подписывать, Российская Федерация, которая образовалась, начала подписывать договор о создании этой страны 31 марта 1992 года. Только начала. И в течение 2 лет они там, значит, наворотили снова разного, значит, движений наворотили, значит, снова, значит, государственный переворот совершили, убрали эти конституции и снова себя так вели. Это не вид. Он член Совета Безопасности, они говорят. То есть в мире вот эта вот линия, которая должна быть всеми, значит, очевидно рассматриваться, написано вот так вот, и остальной мир вот должен за этим следить. Вот Америка как раз, Америки, западные страны должны за этим следить, потому что они были участниками этой мировой войны, а потому что они тогда решали эти проблемы, и было принятие вот современного международного права. Они за этим не сидят. Вот на Ближнем Востоке Израиль, да? Израиль, и вот мы видим Хамас, и все другие арабские страны. Там тоже этот вопрос они не решают. Я имею в виду большие страны мира. Они могли бы этот вопрос решить, не решают. Вот поэтому Израиль ведет себя так вот открыто, противодействует этому международному праву, говорит, что это неправо, мы не будем соблюдать. И другие страны так себя некоторые ведут. То это процесс такой эволюционный. Что будет из этого? Как это развернется, мы не знаем. Но мы за то, чтобы справедливость восторжествовала. И справедливость того, что мы, скажем, чеченский народ создал свое государство. И не надо нас сводить на уровень тех, скажем, народов и стран, которые якобы не имеют своего государства, и мы что? Мы такие же бандиты, их надо всех залепить, загнать, и малой крови, мол, решать их проблему. Нет, мы свои проблемы решали сами и отстояли. Так, Aijat Gušvārds. Gušvārds. Видимо, кто-то позвонил Аяду. Наверное, он попробует снова войти. Друзья, напоминаю вам, с нами снова Аят Эдигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственная легитимная власть чеченского народа, которые не предали выбор чеченского народа, не перешли на сторону России, не продались им за деньги и за другие блага, или там за какие-нибудь поддались шантажу или еще каким-нибудь давлению какому-нибудь России. Поэтому напоминаю вам, вот Аят Эдигов, Алла Дудаева, вдова Джохара Дудаева, еще люди присутствуют в президиуме правительства. И это единственный легитимный орган чеченского государства, чеченского народа, власти.
И вы можете задавать вопросы, желательно по теме, что мы обсуждаем, чтобы а, услышать, что нам расскажет Аят. Аят очень опытный и очень осведомленный человек в огромном спектре вопросов. Аят Эдигов стоял у истоков нашего государства вместе с другими рядом с Джохаром Дудаевым. И вот всю свою жизнь провел, борясь за свободу своего народа. Аят Эдигов понес колоссальные потери, много родственников у него убито, погибших, не говоря уже, сам Аят Эдигов неоднократно подвергался и смертельному риску, и покушениям, обстрелам. Ну, и был направлен единственный человек, но также был министр иностранных дел, который сейчас уже давно не занимается никакой деятельностью, министр иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия. Аят Эдигов был вот человеком, который возглавил все зарубежье и должен был есть от парламента, от президента Масхадова документы при всех наших лидерах, командирах. Аят Эдигов был избран и отправлен единственный, не считая министра иностранных дел, который уже давным-давно ничем не занимается, который борется, дальше продолжает бороться. Все остальные, как говорит Аят, это беженцы. Ахмед Закаев, Руслан Кутаев. Вот здесь вот вопрос был от Луки Watch. Давно у вас не было, Луки Watch. Что вы и ваш гость думаете о Лиге свободных наций? Это не ФСБшная штука, говорит Лук Watch. Я не могу сказать, ФСБшная это или ГРУшная штука. Я могу сказать, что это симулятор, который ни о какой свободе Лиги наций, ни о какой свободе нации не подразумевает. Понимаете? Это самый настоящий симулятор. Только лишь из-за того можно сделать выводы, что туда приглашаются там такие лидеры, такие лица, которых я сейчас назвал, такие якобы лидеры какие-то оппозиции и так далее. Ну и если на самом деле кто-то хочет бороться, я сегодня задавал вопрос ChatGPT, сейчас пока Аяда нет, я вам быстренько, может, успею зачитать, что мне ChatGPT ответил. Кто самые главные враги России? Топ-6 народов, которых Россия ненавидит больше всего, по мнению ChatGPT. Учитывая политические и исторические обстоятельства, я бы мог предложить следующую последовательность народов. Я попросил последовательно перечислить, которых Россия может воспринимать как особенно значимых противников или ненавистных. Этот список построен с учетом не только военных и политических конфликтов, но и культурных, идеологических различий, в том числе, как эти народы противостоят. И первое, что здесь высвечивается, чеченцы, враг номер один, символ независимости и сопротивления. Украинцы, предатели, в кавычках, русского мира. Американцы, третьи, главный геополитический враг. Англичане, историческое противостояние. Это я вам вкратце просто зачитываю. Крымские татары, народ, сохранивший свою идентичность и продолжающий бороться за свою свободу. Евреи, шестые, влиятельная, но неудобная группа. Ну и, конечно, там перечень, он может все страны, с которыми Россия взаимодействует, она всех ненавидит, она даже внутри себя ненавидит свое население, свое население она взрывает, убивает, когда ей это нужно. Поэтому, если исходить, я возвращаюсь к вопросу Лук Watch, исходить о Лиге свободных наций, я бы хотел сказать, если бы эта Лига свободной нации была бы не симулякром, она бы обратила внимание в первую очередь на таких людей, как Аят Эдигов, Алла Дудаева, другие лица, а не на симулякры, о которых мы днем и ночью говорим, предупреждаем, рассказываем, и, к большому сожалению,
никакой реакции, практически никакой реакции со стороны украинцев, Украины мы не видим. Ахмед Закаев там приглашается, Кутаев приглашается, приглашаются даже Соловей, открытый который, хотя и Кутаев открытый, в принципе, ну, и так далее. Ну, давайте зададим этот вопрос Аяду. Аяд, ты вернулся. Я отключился как-то, непонятно что, но сейчас У я... тебя пропал экран, и я тебя исключил, чтобы ты снова зашел. Да-да-да, хорошо. Я Давайте. как раз... Да, ты хотел что сказать? Нет, это... Тогда вопрос от Луквотч, я на него сейчас попробую ответить. Наверное, ты слышал про такую организацию, как Лига свободных наций. Ну, вот этот канал такой есть на украинском ТВ. Аслан, а что вы и ваш гость думают о Лиге свободных наций? Это не ФСБшная штука, говорит Луквотч. Я вот как раз на него отвечал. Прошу ответить тебя, Аят. Ну, Лига свободных наций, я, правда, мало с ней знаком, но видел это. Это имеется в виду, которое в Украине формируют. Да, в Украине. Но это нормальное такое движение, которое должно развиваться, так, и которое должно действовать на территории самой России. Это как бы есть народы и республики, которые входят на территории нынешней России. Но там такой вопрос, что здесь связано с чем? Проблема там в чем? Дело в том, что с точки зрения международного права Лига свободных наций здесь вопрос решать в Совете Безопасности сидит страна Путин, и во главе, Путин, я говорю, Россия во главе с Путиным. И они могут все блокировать там. А вести эту борьбу, вести эту, значит, линию по объединению, может быть, этих народов. А почему не объединить эти народы, не создать, скажем, какую-то конфедерацию народов или отдельную там страну? В случае, если развала России, они уже закладывают основу для того, чтобы это было решено уже заранее. Но для этого должны быть предприняты уже какие-то вот правовые шаги, полностью должны быть правовые шаги. Это имеется в виду провести референдум или провести, скажем, общенациональные съезды, так, на основе которых они будут дальше действовать, ну, что требуется по международному праву, так. И на основе этого затем избирать свою власть и действовать. Вот эти шаги им придется делать. Сейчас то, что они в этом направлении работают, это хорошо. Я никаких в этом отношении негативов здесь не вижу. Вот что я думаю. Ну, да, тогда возникает вопрос. Всем известно, что вы всю свою жизнь, сознательную жизнь, с начала формирования, становления нашего государства занимаетесь этим вопросом. И мы об этом говорим. Ваша персона известна многим людям, особенно кто интересуется нашей темой, ранее интересовался темой. И на этот канал приглашаются, ну, какие-то деятели, которые изображают из себя борцов за деколонизацию, да, за свободу там и так далее. Кутаев, Закаев, там, Джамбулат Сулейманов, который там России присягнул, там, Пригожину присягнул. И вот эти люди приглашаются. Как вы это объясните? Почему, если они борются за реальную свободу и независимость, там, за какой-то там Лига свободных наций, то почему они обращаются к симулякрам, а не к настоящим борцам, и, которые реально доказали всей своей жизнью, что они за свободу, за деоккупацию, да, за независимость своего государства. Почему так? Здесь дело в том, что эти люди, которых ты назвал, они, в принципе, работают в пользу вот их деятельности. Они, некоторые из них, может, не понимают этого. Они вначале были против нашего государства, так? А потом они стали за, потом они снова какие-то о нашей стране, они когда-то все время до 17 года
писали вот это лондонскую группировку, что это Чеченская республика, где у них проскакивало это. Хотя с 1994 года мы Чеченская республика Ичкерия. Ну а остальные тоже из себя все претендуют на легитимную власть, находясь на Западе. Они выехали беженцами здесь на Запад и, не имея полномочий от нашего народа, себя изображают деятелем. Когда-то кто-то из них был во власти, но их деятельность и тогда была негативна в пользу России всегда. И мы это знали, но тогда казалось, допустим, я говорю, мне казалось, что это какие-то ошибки, которые можно исправить ими лично. Но потом выяснилось, что это не так, что они определенно их деятельность направлена в пользу с нынешней имперской власти. Они эти заявления делают и делали, и сейчас вот они, то есть они манипулируют вот этими всеми вопросами, изображая из себя деятелей от имени чеченского народа. Одни и другие пытаются тоже стать вот деятелем от имени чеченского народа, и здесь на Западе они хотят обозначить себя как легитимную власть. Но у нас же и по Конституции, и по закону, который я говорил, что на нашей территории не может быть или где-то не может быть никакой власти, кроме той, которая избрана нашим народом и до изгнания оккупантов. Они, соблюдая это, они на все это этим пренебрегают, и им способствует, фактически им способствует Кремль. Эти действия им выгодны. Посмотрите, одни являются сегодня там деятелями самой России, другие являются деятелями, которые нам известно, когда мы говорим, что объясняли им, что нельзя так себя вести, они здесь претендуют на то, что никакой власти нету, ничего нет, и мы создадим сами. Ну, это ясно, что это их деятельность, их деяние, это полностью служит интересам Кремля. Наше деяние, наша легитимная власть, будь то президиум правительства или был бы другой орган, который мы назвали временный рабочий орган, заключается в том, чтобы мы могли поставить вопрос о признании нашего государства западными и другими странами мира. Вместо того, чтобы объединиться и работать в этом направлении вместе, вот эти люди, которых ты назвал, они противятся этому. Они изображают какую-то мощную деятельность себя, но в то же время их атрибуты не наши. Да, обратите внимание, атрибуты у них, герб не наш. Допустим, они там выпускают какие-то паспорта, тоже не наши. То есть они изображают себя как бы Чеченская республика Ичкерия, они такие, мол, вроде. Хотя мы должны действовать строго в рамках нашей Конституции, которая принята у нас в 1992 году. Они же ее грубейшим образом нарушают по всем пунктам, по всем основаниям, ссылаясь на какие-то моменты, которые люди не знают. Мы прекрасно знаем об основании тому, что это незаконно, а раз незаконно, оно не может применяться у нас совершенно. Вот эти люди вот так вот манипулируя из себя пытаются изобразить и прийти, туда, если им удастся стать во власти. Но маловероятно, что они во власти станут. Главная их задача в том, чтобы сказать, что легитимная власть в нынешней ее форме президиум правительства Чеченской Ичкерия, чтобы не дать ей работать, препятствовать ее работу, утверждать на Западе, что это незаконно, что это нет никаких, оснований существования этого государства, это президиум, он, самозванцы. Нет, мы не самозванцы. Мы находимся все на своих должностях, которые были нам даны нашим народом или назначены. А эти люди, никогда не имея этих полномочий, а некоторые, которые были, допустим, отошли от основы нашего государства
и совершали попытку государств переворота, сложили себя полномочия в ходе, скажем, военных действий, которые шли у нас на территории, и о себя заявили, что они, мол, власть в 2007 году. Поэтому эти вещи надо знать, и мы об этом пишем, говорим. И если кого интересует конкретно, мы можем здесь все это рассказать, по полочкам разложить. Хотя у нас это в многих статьях, наших выступлениях есть. Ну, что я могу сказать? Ну, а про саму эту Лигу наций, да и вот этот канал Freedom, мы столько говорим, пишем, доказываем, что это вред Украине, прямая угроза для Украины. И все равно продолжают и приглашают, и разговаривают, и там... Но они приглашают разговаривать, видимо, потому что там есть какое-то направление. Они, может быть, в этом не разбираются, потому что им некогда до нашего вопроса, значит, дойти. Им не нужно, они хотят использовать любые силы, которые, или какие-то политические движения, которые в пользу. А Лига свободных наций, она здесь фактически их решения, которые они принимают или которые они направленно действуют, это правильное направление. Но когда в этой Лиге свободных наций участвуют эти люди, которых ты сейчас назвал, да, то это говорит о том, что они совершенно не понимают, что происходит, или, значит, они содействуют им, не считаясь с этим моментом. Если они не будут считаться легитимной властью нашего народа, имеющей все основания, и будут с этими самозванцами говорить, то здесь какая-то червоточина появляется. Но мы будем надеяться, что это их ошибки, и они исправятся. Ну, ты дипломат, Аят, как обычно. Ясно. Да. Я надеюсь, Аят, что вот с USAID, то, что сейчас там проверки, может быть, какой-то Да. порядок в Украине будет в этом смысле, а то полный бардак. Они же и раньше хотели это делать, но им вроде бы не удалось это сделать, и где там они говорят, там многие говорят, что в Украине, мол, много, даже во власти, значит, сидят люди Кремля, якобы, да? Но мы понимаем, это у нас тоже они сидели, оказывается. Да? Мы знаем, у нас тоже были вокруг нас, мы знали их, а они, оказывается, работали. Так и в Украине, поэтому там сложно разобраться сейчас в том вопросе. Но то, что Украина признала, значит, что статус нашего государства, и что она оккупирована, и осудил геноцид часть народа, это очень важно. Это в целом это победа, скажем, наша и победа Украины в этом вопросе. Вот против этих людей, которые они сейчас где-то, вот ты говоришь, держат или фридом показывают, вот это как раз направлено против них. Они к этому делу не имели никакого отношения, они все начали делать заявление, зачем это сделали, почему это сделали, это не надо было. Потом начали другие ходы делать. Они себя как ловеласы вот крутят. Это же разведка, это же агентура практически действует. И действует она и против нашего государства. Наша задача восстановить на освобожденной нашей территории нашу именно власть. Суверенной и независимой демократической республики, правовой республики, Чеченской республики Ичкерия. Власть эту на всей территории. В этом наша задача. А все остальное, что делает Лига свободных наций, мы не против этого. Но когда от нашего имени, как будто от имени Чеченской республики Ичкерия там приходят, скажем, Закаев и подписывают какие-то документы, мы говорим, что это незаконно, товарищи. Не допускайте, они не имеют никакого отношения к нашей стране. И развал России нас сейчас в этом плане, это не первая задача наша. Наша задача освобождения нашей территории, которая была оккупирована. Мы не против того, чтобы эти народы
боролись за свою свободу, за создание своих государств. Перспективу посмотрим, что будет, и, может быть, и мы когда-нибудь с ними, когда они это сделают, с ними объединимся, или будем дружественными, как говорится, государством или какой-то конфедерацией. Может быть. Мы, в принципе, на Кавказе планировали создание Кавказского дома. Но это конфедерация такая планирует. Но в связи с тем, что вот эти военные действия и все это дальше ход не получила, эта ситуация. В общем, вот такая ситуация. В этой, кто бы там ни был, никакие там деятели, которых ты называешь, и другие, не имеют никакого права выступать от имени Чеченской Республики Ичкерия и его народа. У них этого статуса нет, им их не давал. Посмотрите, какие у них в этом отношении статусы. Проверьте. Если вы не проверяете, и все с улицы принимаете и разговариваете с ними, это уже их проблема, самих этих людей или этих СМИ, которые это делают. Вот и все. Barkal, deres úr. Te я на них ответит. Прошу вас, пишите вопросы. Аят, как вы считаете, вот сценарий ожидает в ближайший год наш Кавказ? Что какие-то события там происходят и в Грузии, и в Армении, и такое впечатление, что из нас хотят сделать Палестину 2.0. И вот что вы думаете, Аят? Есть у нас Вот такие перспективы? силы есть, такие попытки есть, так? И хотят сделать, она как будто бы у нас Палестина 2.0. Но я так думаю, что здесь свое слово должны сказать страны Запада. Они должны придерживаться строго линии, которые в международном праве есть. И не давать вот этим странам, которые сидят диктаторские, решать проблемы этих остальных всех народов, не давать им решать проблему, когда эти народы в соответствии с международным правом принимают свои решения, создают свое государство. Ведь государства, которые находятся сегодня в мире, у них, значит, есть право дать возможность создания своего государства любой нации. В мире более 5000 наций, народов, так? Но всего 200, около 200 стран всего. Так? Значит, теперь эти 200 стран, они могут, потому что все территории находятся в территории этих стран, они могут отдельным государствам разрешить создать свое государство, а могут не разрешить. Это их право в соответствии с международным правом. Справедливо это или нет, это другой вопрос. Но раз это есть, мы должны четко сказать, что почему образовались вот страны на территории Советского Союза. По одной только причине, кроме 3 республики, Литва, Латвия, Эстония, было Советским Союзом признаны независимыми государствами. Сам Советский Союз. Который должен был Советский Союз, кто должен был давать право на создание своего государства. Остальные же республики, которые были в тот момент на территории Советского Союза, оставалось 32 союзные республики, и когда эта власть, которая должна была дать это разрешение, она исчезла с политической карты мира, ее больше не стало. Все эти республики оказались в международном правовом поле. И то есть они, значит, оказались в том состоянии, что эти республики, будучи республиками, не членами Организации Объединенных Наций, не членами, они как страны признаются как не члены. Вот им как раз-таки и должно было быть помогать международное сообщество, чтобы они создали свои государства.
Но их получилось после тех 3 республик, после этого получилось 13. Это республик Средней Азии, это Украина, Белоруссия, Закавказье и Чеченская республика. Мы точно так же создали одно из первых свое государство со всеми атрибутами международного права. И нам потом эта Россия, которая, не имея на то права, значит, утверждала, что мы их часть России. Никакой мир не имеет права, значит, говорить, что мы являемся частью России. Обоснуйте. Вот этот вопрос мы должны поднять на всех уровнях. А чтобы этот вопрос поднять, нам нужно на Западе работать. Значит, на конференциях, на митингах, на движениях. А здесь вот разные или религиозные движения вот постоянно пытаются нам подсунуть, так? Или какие-то самозванцы, которые все время говорят, мы часть России, нафиг нам нужна эта независимость. Или вот этих людей, вот с этими оперируя, как раз-таки Кремль и другие государства мира не обращают на нас внимания. Нам нужно в этом направлении работать. И только президиум правительства Республики Ичкерия и его сторонники сегодня находятся на этом законном, юридически правовом направлении движения. А все остальные, которые есть от имени Чеченской республики, пытаются здесь выступать и говорить, это не наши люди, они не имеют отношения к нашему народу и к нашему государству. Они больше служат сегодня, мягко говоря, России, чем своему народу. Это однозначно, это документально все есть, подтверждается, и другого здесь сказать нечего. Так мне кажется. Ясно, спасибо. Ну, тут пишут, что нагнетается, что ситуация в Чечне, там конфликт будет, война будет, там 10. Но я так понимаю, что все-таки при тех колоссальных вливаниях, которые сделали в эти проекты под видом Ичкерия в изгнании в лице Закаева, Кутаева, ничего у них не получается. Аят. Почему народ, хотя Украина вроде бы они, принимает, там их размещает, там какие-то там есть несколько человек, которые и представляют и вооруженную сторону вот этого всего дела. Почему, несмотря на то, что так много они пропаганда, и Россия их поддерживает, и там разные пророссийские деятели, почему народ чеченский не поддерживает ни Закаева, ни Кутаева? С чем это связано, как вы думаете? Ну, народ чеченский знает, кто они такие, хорошо знает. Так, это раз. А во-вторых, значит, дело в том, что они действительно работают и действуют, у них определенная помощь есть. Помощь, интересы которых они защищают. Они просто отрабатывают. Вот чем они занимаются. А народ-то чеченский, он же понимает, кто есть кто и что это есть. Здесь фантазировать на Западе и говорить, что будет так или так, это все пустую, все пустую. Мы же прошли через огонь, воду и медные трубы и знаем, что это такое. Прекрасно знаем. Поэтому наша задача, как была и остается, дальше действовать, объединиться наш народ на Западе, который есть наши беженцы. Все должны понимать, что этим людям, которые говорят, что мы там то-то, то-то сделали, поедем там, построим свое государство, это когда они говорят, мы пойдем и построим свое государство, как они говорят, это значит, они могут его построить, так скажем, логически. Построить они могут свое государство и создать свое государство, вернее. Они могут только с разрешения Путина, понимаете? А Путин сидит в Совете Безопасности, грубо говоря. А мы создали свое государство, выйдя из Советского Союза, наш народ. Это как будто нет, это как бы в тень забрасывать, и эту хитрую политику проводят эти люди. Ну, это, собственно, проводит это Кремль, эту политику проводит. И мы должны этим людям все это нашим разъяснить. У нас есть один только путь.
это путь, который правовой. Это величайшее достижение нашего народа, создание нашего государства в рамках современного международного права. Все другие там разговоры о том, о сём, чьей их критика не стоит ломаного гроша. Когда они понимают, надо то-то делать, когда они боятся поднять те вопросы, которые мы с вами поднимаем. Они боятся просто. Они могут за спиной там что-то говорить, могут какие-то клевету навеять, еще. Но фактически эти люди, отвечая на твой вопрос, говорю, они не наши люди, это не нашего государства люди. Многие наши люди здесь тоже говорят, давайте, чтобы было барт, это, мол, Объединение. объединение, Согласие. примирение. Да. Да. Но если примирение, я вот отвечаю на вопрос тех, которые постоянно с этим вопросом вот не знают, в чем речь, и вот этот вопрос ставят. Ну хорошо, можно ли примириться с теми, кто выступает за то, чтобы ликвидировать наше государство и выступает в оправдание, скажем, агрессии, которая столько наших людей? Вот с ними кто может из вас примириться, который это говорит? Да, все, легитимная власть, члены легитимной власти, президиум наш. Мы не можем объединиться с ними и примириться с ними. Если мы примиримся с ними, мы окажемся в их поле предательства. Да. Мы на это не пойдем. Поэтому эти люди, которые говорят, о, Бартхальбес, и Амиас Дешбаршбуй, которые эти вещи говорят, они то ли не понимают, или тоже на той же волне вот эту вот, скажем, несут эти разговоры и постоянно это поднимают, умничают. Не надо умничать в этом вопросе. Здесь четко и ясно нам известно, что это такое. Баркалай. Тоже один вопрос интересный возник, когда вы отвечали сейчас на предыдущий вопрос. Почему Украина, воюющая, истекающая кровью, каждый день хоронящая своих сынов и дочерей, Украина и ее журналисты просто элементарно не зададут вопросы. Вот мы сидим с вами 2 раза в неделю, с вами совместно проводим стримы на русском, на чеченском языке. Я каждый день практически провожу стримы и тоже каждый раз отвечаю на вопрос. Ни Закаев, ни Кутаев, ни вся вот эта театральная труппа, изображающая из себя правительство, там, власть какую-то, которую чеченский народ, как вы верно заметили, не поддерживает, не будет никогда поддерживать. Почему украинцы даже вопрос не задают? Вот смотрите, сидит какой-то там Аслан, там, говорит о вас, там, вот есть президиум. Почему ни одного вопроса не задают? Как вы думаете? Ну, здесь Украина сказала свое слово в октябре. По признанию, да. Да, я говорю, вот это сказал Украина. А если там какие-то отдельные деятели говорят что-то другое, то это вопрос, значит, компетенции их. Насколько они компетентны, насколько они в этом разбираются. А там идет война. Война убивает каждый день, ты знаешь, да? И почему это вопрос? Это вопрос к ним. И я считаю справедливый вопрос, но это к ним. Как мы можем с тобой сказать, мы говорили, что в каждой стране, везде, значит, здесь разведка, скажем, российская, да, скажем так, она действует и в Украине, если вот там говорят то-то, 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 они могут где-то ошибаться, где-то, но они сегодня воюют против этой России. Если придет победа, и будет победа, в котором я уверен, что это будет, иначе не может быть, да, то тогда они будут разбираться во всем. Будут разбираться. Они в это тяжелое время, самое тяжелое время, как я говорю, признали наше государство оккупированным и осудили геноцид чеченского народа. Это важно. А те вот эти Freedom или где-то там другие какие-то там блогеры, все время они пытаются где-то сесть там и что-то
некоторые пытаются изображать из себя каких-то там деятелей общественных или политических, или сказать свое слово, не разбираясь в этом вопросе. Вот в чем вопрос, Мгм. мне так кажется. Ну, и одновременно с этим, видно, что и на Западе тоже относятся, ну так, наблюдают, наверное, да? Почему Да, на здесь? Западе, весь Запад, я же говорю, весь Запад, он изначально занял позицию, что территория Чеченской Республики Ичкерия является частью России. Мне приходилось говорить об этом и в Америке, и здесь, на Западе, в Европарламенте, в Совете Европы, где только не говорят, они говорят, вот такое решение у Запада. Понимаете, они пошли на поводу у Кремля. Вот пойдя на поводу у Кремля, когда мы создали свое государство, когда они начали поднимать, извините меня, вот эту волну, Российская империя, напав на нашу страну, тогда они дали нас, как говорится, на сиденье, никто нам не помогал, никакая страна, никакая. Хотя во многих странах мы бывали и Мгм. просили о помощи, содействии. Вот после этого, когда они вот это завершили, и когда им остальной Запад помогал, они теперь уже идут уже на Запад. Вы видите, когда-то наш Конечно. первый президент сказал, если вы считаете, что Чеченская республика Ичкерия это внутреннее дело России, то настанет время, когда Запад станет внутренним делом России. Вот его слова такие были. Да. Оно так и есть. То есть это были ошибки, скажем, западных политиков или западной общественности. Они не понимали, что там, как раз нападая на нас и столько убивая людей, что это зарождается вот эта империя, которая дает простор в дальнейших действиях. Потом против Грузии, потом против 14 Украины, и теперь снова 22 года, снова против Украины. Вот что. И Мгм. теперь уже и есть претензии на то, чтобы и должны и балтийские страны, мол, отжать, и там другие отжать. ГДР и Ну ГДР. да, все это идет. А надо было тогда это же. То есть на Западе есть такие вот точки зрения, которые не понимают это или не хотят этим заниматься. В основном они здесь занимаются своими делами в целом, так, экономическими, другими. А эти вопросы, касающиеся, допустим, нас, мы же на территории Европы находимся, наша территория находится на территории Европы. И почему на территории Европы идет вот такая, вот шла такая война, эта война до сих пор, мы не подписывали с ним никакой договор о, значит, том, что вот сегодня Кремль заявляет. Почему они не могут смело это сказать? Потому что вот эта позиция, занятая ими, им в этом потворствуют именно вот эти вот агенты влияния, которые здесь рекламируют, ходят, они этим занимаются. Они виновны в том, чтобы вот эта наша позиция, которая есть, и для Запада они вот тем самым, они там, видите, там религиозные, другие, или отступники, или самозванцы, они все там что только не говорят. Посмотрите клубок тех их заявлений, о чем они говорят. И бывает порой, что они приглашают известных политиков даже. Они сидят там в Брюсселе, где-нибудь принимают, и вот где они им говорят такое вот, делают заявление при них там. И вот просто несовместимые с современным же правом. И эти люди там сидят, эти политики, которые были из России, там, из Запада, то все, и молчат. И я это воспринимаю, я лично это воспринимаю, как им нет дела до нас. Вот как. А это ошибка. Нет дела до нас. Вот она к вам и приходит теперь. Потому что мы должны были тогда это поднимать, этот вопрос, и вести его, значит, таким образом, решать его, чтобы дать отпор этой империи. Этой империи дали встать на ноги.
Вот в чем проблема. И в этом, конечно, вина самого Запада и Америки. Вот и все. Мгм. Баркалая, ДРС давно уже принимаются меры для того, чтобы в Германии, в частности, и в Европе в целом, россияне не могли открывать счета, контролируются все деньги, все Ага. переводы, особенно это касается россиян. И я сам столкнулся с этим, когда открывал правозащитную организацию. Мне не открывали долго счет, очень сильно меня проверяли и так далее, и так далее. И сейчас недавно такая информация поступила, что на работу не берут россиян, их не устраивают, и у них возникает вообще, и это в частности касается и чеченцев, которые пробовали, причем это частная, большая, правда, корпорация такая, частная, не государственная, но она сотрудничает там с государственными какими-то там с учреждениями, может, с ними связано, но меры, Мгм. Ага. да, и там будет, меры, ну, я вижу такие, которые, ну, не свойственны немцам. Немцы очень щепетильно относились к правам человека и вот к этой чувствительной теме. Но сейчас у нас здесь у всех в метро облавы, в основном приезжие, нелегально находящиеся здесь задерживаются. И в том числе вот именно связано такое выделение россиян на общем фоне, что им не дают возможности даже работать, будут их везде так задвигать. Это, это касательно того, что, вы сказали, процитировали Джохара Дудаева, что если сегодня Чечня внутреннее дело, то завтра Европа станет внутренним делом, и Да-да. мы свидетели его пророческих слов. Шарани Азиев задает вопрос. Ассаламу алейкум, аяд и аслан. Алейкум салам, Шарани. И все друзья, все, кто зашел, всем шалом, салам алейкум, всех я вас приветствую, друзья. Не хотел, не мог перебивать аяда, поэтому не отвечал вам на приветствие. А, и все люди доброй воли. Интервью Джохар, план, подписанный Черномырдином депортации граждан Чиры. Имеет ли этот план Кремль в настоящее время? На ваш взгляд, Аяд? Но этот план был нами, значит, обнародован. Мы, значит, этот план видели, я лично его видел, в котором было, значит, в 1994 году, до начала вот этой полномасштабной агрессии, в 1994 году, это была уже, скажем, четвертая агрессия была против нашего государства. На территории Чеченской Республики были введены, значит, автогрузовики покрыты тентами, их там до 1000 штук. И они там прямо у них в этом документе, этом за подписью премьер-министра Черномырдина написано, грубо говоря, так завуалировано написано, что необходимо всех вот граждан Чеченской Республики, называют чеченцев, выселить, тут не выселить, а, значит, в общем, значит, переместить их в районы, назначены районы, там, Астраханская, там, дальше Оренбургская и другие районы, где они должны быть вывезены на, собственно говоря, имелось в виду на вечное поселение. А на нашу территорию завести из других районов России людей. Представляете? Вот этот план был тогда. И этот план у них оставался, у них он и есть. И дело в том, что они считают, что чеченский народ – это тот народ, который не дает им, значит, на Северном Кавказе решать проблему. И все время он, мол, это не согласен и может развалиться эту империю. Но мы это империи не имеем отношения, хотя мы создали свое государство. Поэтому я хочу напомнить еще раз, это очень важный вопрос, который он поднял. Понимая это, чеченский народ, если бы тогда, вот здесь много здесь деятелей разных есть, что не нужна была эта война, почему эту войну приняли,
зачем это сделали, все такое. Но все умалчивают об этом вопросе, что Россия собиралась выселить полностью весь чеченский народ тогда. У нас было до 1 человек, они пытались всех их выселить, и эта программа у них была, и даты, все у меня там записано, это есть, все есть, в котором они это утверждали, и это решение находилось у их разведчиков, там, полковников, подполковников, они имели конкретное задание для реализации этого плана. То есть война, если бы тогда, вот, который говорит, почему вот мы начали войну, Дудаев начал, другие, или Чеченский, могли как-то. Нет, дело было в том, что хотели наш народ снова выслать и больше не пускать его назад никогда. Понимаете? Эти вещи надо знать и понимать, что именно так и было запланировано у нынешнего Кремля. Я имею в виду нынешнюю власть. Это имперская власть, они хотели это сделать, так? И сейчас эти планы у них есть. Когда она разыгрывает вот эти разговоры о том, что вот эти наши некоторые деятели здесь говорят, которые на Западе, и даже в той же Украине и в России некоторые там есть заявления, что вот, мол, мы пойдем туда и свергнем Кадырова. Ну, или там, значит, мы построим свое государство, создадим, так? Так это провокация, которую они говорят. Зачем нам заниматься второстепенным, на первый взгляд, как бы вопросом, давая возможность после того, как вот кто-то пойдет туда создать эту провокацию, то Россия запустит на нашу территорию столько ракет, которые тогда они запускали еще в 2000 году. Запустит, кого можно убьет, кого можно оставить живых, кто остался, а остальных всех выселит. И это будет как раз эти задачи потворствовать Кремлю в этом вопросе нельзя. Вот что я говорю. Надо нам работать над признанием нашего государства, поскольку у нас есть все основания, документально все основания о признании нашего государства как оккупированной территории России. Это для нас важно. И на этом должно быть направление действия наших. Наши люди здесь, там есть наши и сторонники, и другие, они как-то там свои планы выдвигают, свои движения, не хотят некоторые работать, сидят там, говорят, мы такие-сяки. Ну давайте работать. Не хотят работать некоторые. Уже там устали как будто. Ну кто устал, мы не привлекаем. Надо, молодежь должна понимать это. Представьте себе, этот план действительно у них был. И с этим планом даже президент Дудаев выступал. Вот он показывает там одному корреспонденту. Вот смотрите, вот здесь, вот они пытаются вот так вот сделать. Вот туда направлять даже документ, номер. Все есть. И мы все, чеченцы, должны понимать, те, которые хотят сказать, вот почему Вторая война началась там. Или Первая война началась, Первая. А потому что они планировали именно решить окончательно чеченский вопрос, выслав их в Сибирь. Даже в своем таком выступлении, как бы какой-то судебном разбирательстве, бывший президент Горбачев, он прямо заявил там, что к нему подходили эти спецслужбисты и давали рекомендацию, надо их выслать, чеченцев. И он сказал, нет, это не надо делать. Он запретил. Он сам это говорил. Президент Горбачев. Понимаете, еще будучи президентом СССР, он об этом говорил. Вот в чем причина. Причина начала вот этой Первой войны 94 года, как называют. Хотя это была не первая, а четвертая агрессия. Четвертая агрессия. Они до этого 3 раза уже на нашу территорию входили, мы их отбивали, договаривались по правовым пунктам, то все, они уходили. Но все равно они на нашу территорию нарушали ее, входили на нашу территорию, пытались убивать наших людей, взрывали, делать все это. Теперь,
когда они уже начали окончательно вот это в России вести, то они планировали выселить наш народ. Представьте себе, и если бы наш народ тогда не поднялся бы, они бы это и сделали. Вот в чем вопрос. И они бы всех наших людей по всей России и по всем брали и туда отсылали. Как они это делают? Эта империя, она не исчезла, не думайте, что она исчезла. Нет, она не исчезла, она есть. Вот и все. Мгм. И вот продолжение этому, как раз то, что вы говорите, допускаешь ли ты, что Запад и РФ имеют неформальный договор вернуть все республики под влиянием Москвы, также Восточную Германию и другие страны Варшавского договора? Но здесь сказать такое нельзя, потому что какой договор может, если договор противоречит международному праву, принципу, значит, Хельсинки, принципу о нерушении границ и другие, то это может быть кто-то там эти провокации пускает, но ослабление и невнимание к этому вопросу присутствует. Вот возьмите пример Чеченской республики Ичкерия. Взяли и дали нас просто уничтожать. У нас ни оружия, ничего не было. Все вот они говорят, вот их надо доведите это. Малой кровью решать этот вопрос, ставился вопрос. Мгм. Поэтому здесь надо быть очень внимательной и надо знать, куда мы должны двигаться и какую задачу решать. Они все вот, которые, скажем, сумасбродные вот эти дела, которые поднимают некоторые люди и не понимают, что происходит. Я думаю, что наши люди, многие это понимают, очень даже многие. Но почему не можем это делать? Потому что мы знаем, какая ситуация, мы знаем, что там происходит. Вот что это. Все. Ну, все. Баркал, Дересуль. Да, Есть еще вопросы, друзья? Задавайте вопросы, и если нет вопроса, я предлагаю закончить сегодняшний давай стрим. закончим. Уже почти более 1,5 часов. Да. Мега Дересуль, спасибо. Всем спасибо тоже. Спасибо все за внимание. Спасибо. Спасибо. Всем всего самого хорошего. Спасибо, кто смотрел, принимал участие, писал комментарии особенно. И всем, кто посмотрит. Спасибо, Аят. Всего хорошего, до свидания. Все будет Ичкерия. До свидания.